Там еще вроде есть. Я на подходе уже к дороге. Фу, чуть-чуть осталось. Высоковато, но достану. Да, достану. Хороший. Не маленький тоже. И больше потом не увижу. А вон там еще маленький. Так, вот этот сейчас порубим. О. Так. Сухое, может быть. Дерево сухое. Сухое дерево. А чага хорошая. Потому что она тяжелая, во-первых. Блядь. На голову, чтобы не упала она. Хрен пойми, это сушину на. Вот. Все, видели как? Так, ладно. Так, по пути это туда еще пойду. Вон даже обманулся, нету. Не везде она есть. Не везде она есть. Вот маленький еще. Малюсенький. Вот это понимаю. Сбор чаги. Так быстро получилось. Фу. Так, еще пройдусь вот это. А, вон еще что-то посмотрю. Уголок еще гляну. И пойдем к мотособаке. Угу. Да, еще вот она. Вот она. Видите? Отлично. Нет слова. Отлично, нет слова. Так. Так, сперва схожу к мотособаке, потом уже думать буду. Потом уже подумаем, что дальше. Это надо все выгрузить. В общем, полный рюкзак. Все. Рюкзак оставил. Вон там. Прямо на дороге. Пойду схожу пешком. И уже на мотособаке сюда подъеду. Чем тащить, блин, на себе. Все
Все равно сюда нам придется ехать. Все, больше не вижу. Вот видишь, как попадешь, где есть она, насобираешь. Так же, как и ягоды, как и грибы, и все остальное. Если не попадешь на место, то бесполезно искать. Вот смотрите, для чего эта ручка. Вот так. Повернул, и проблем нету. Там ручки не было, бля. Поворачивать хреново. Все. Газку. Вот так вот. Переложусь. В принципе, нормально так набрал. Мешок будет. Хороший мешок. Так, ладно, сейчас еще пройдусь немножко и будем собираться. Конечно, так не будет вести постоянно, но пока есть время, хотя бы еще полчаса поброжу в ту сторону и сейчас еще схожу. Килограмм 15, наверное, набрал. Туда еще за ручей схожу. Капец, время так летит. Не знаю, как видеокамера передает, но уже световой день заканчивается, все. Не очень, думаю. Подошел к этой березе, обманулся и налево посмотрел, вроде, если не кора отошла, то там должна быть чага. Фу, там вообще пусто, ребят. Прошел нормально, ничего нету. Сейчас там гляну и в сторону мотособаки пойду. Ничего нет, ребята. Вот мои следы уже сегодняшние. А, да, вон туда я пошел.
Вот, этот глянем. Сперва вот там прошел, короче. А сейчас круг вон так сделал. Вот. Вот я здесь проскочил, а этот не увидел. Даже не подходил я. А хотя тут, смотрите, небольшая начага есть. Так. Сразу по сторонам так посмотреть надо. Кто его знает, может еще есть. Так, ну, здесь не очень хорошее место, конечно. Но все равно что-то да получилось. Так. Между прочим, очень хорошая чага. Коричневая. Так. Идем дальше. Не, пойду на дорогу я. Здесь больше делать нечего. Там уже я бродил, там ходил, там кругом я обошел, там сырое место. И ни одну я не нашел. Все, выхожу. Еще иду. Тут береза. Сейчас посмотрим. Что-то есть. Да. Фу. И там вроде тоже есть. Короче, сегодня уже у меня много ходить тут не получится. Но еще, думаю, будет поход. Сразу сюда, в эту сторону подъеду, приеду. И дальше искать тут. Собирать. А сейчас уже надо все, что возможно, соберу. Ехать. Темнеет. Каждая минута быстро начало темнеть уже. Сухое или что там? Нет. А, тулан. А, тулан. Выспался ты уже, наверное. Пока я тут. Ой. Летит, блин, лед. Капитально летит. Это все труху сразу убираем, не жалея. Ладно. Так, ну вот еще по мелочи, но набирается, ребят. Один туда улетел. Далеко. Блин, надо ехать уже домой. Когда до избы доедешь, там еще надо собираться. У меня щи на сегодня. Увезу или нет там. До тулана, потому что на УАЗике вряд ли. Поход уже будет. Может, еще приеду. О, такой шматок хороший. Так. Ладно. Ночлег снова готовый, что уже. Вот к этой березе я еще пойду. Фу.
что-то есть. О. Скажу вам, даже немало. Отлично. Прям отлично. Вот такой шматок. Огромный. Этот негодный. Он еще туда отлетел. Кусок. Это плохой. Так. Пока больше не вижу. Сейчас по пути еще тут к мотособаке пойду. Так. Дырище какое-то. Фу. Ой. Что получилось? Вон тулан. Entä телок? Такие хорошие. Отделю, потом вроде бы совсем хорошие, а от остальные так себе. Одним словом, целый мешок. Тулан, не уши. Мон. Это не надо. Ну вот. Мешок полный. Фу. Ой, не знаю, что дальше делать. Надо сворачиваться. Хочется, конечно, еще побродить. В азарт вошел, но время поджимает. Все, короче, я поехал на избушку. Пошли туда. Побежишь. Тулан. Короче, как я ехал, но ничего не снимал там. Здесь включался последний раз. Оказывается, камера выключена. Разрядился аккумулятор. Сейчас глушить не стану, сразу заеду.
Остальное потом загружу. Может, щину я еще буду грузить. Туда щину загрузим, а остальное потом. Чайник поставлю, чай попьем. Что-то делать. Так. Этот мешок вообще тоже оставить. Тут. Так. Потом фонарик возьму, привяжу все как надо. Так. Печка дымится. Значит, не погасла еще. Да, Туран? Устал? Нет. Я немножко устал, если честно. Конечно, это не то, что 20 километров прошел. Но не скажу, что легко. Так. Противно уже сейчас становится темно. Ничего не видно. Это вот хреново. Ладно, разберемся. Поддувало открыть. О, загудел сразу. После вчерашних луж заднее колесо вот слева. Не знаю, вроде сейчас начал крутиться. Юзом же идет. Вот здесь юзом еще шло. Да, тут уже пробуксовкой пришел. Да. Ну, немножко загружу там. Еще дым. С краю. Верхний слой нужен. Хорошая щина. Только буду грузить. И на всю зиму хватит Тулану на целый год. Да ему подстилку такую. Опасное дерево тут стоит. Думал, близко к дереву подъезжать или нет там. А здесь место оставлю для саней, для вещей. Тулана в кабину возьму. Набегался он сегодня. Ой, хорошая щена. Щена просто добротная. Больше уже на навозике не приеду в этом сезоне, поэтому лучше сейчас увезу. Вот. Запас будет.
Нижний слой тоже. А, там чуть-чуть осталось. Вот так. Загрузился, ребят. Сейчас сани еще загрузить надо. И все, поедем. О, Тулан. Тулан уже место занял. Смотри. А. Уже место занял, парень. Так. А, все, поехала машина. Блин, одно колесо замерзло, оказывается, сперва. И сейчас нормально едет. Да, катится. Но это да. Так, все вещи буду брать. Так. Загрузить, выгрузить. Что куда? Сюда. Так, дальше. Наверное, подальше куда-нибудь. Туда закинь. Вот. Вот. Ну и это сюда. Самое мудрое, правильное решение. Вот и все. Еще остальные вещи. Пешней пока не пользовался. Так, наверное, лучше. Чехол потерял для добура. На мотособаке ехал. Просто я потерял. Так. Все, сейчас. А, здесь оставил. Недалеко. Ладно. Глушим. Ты здесь лежи. Раз зашел, лежи там. Так. Все. Да, все. Фу, топор, ребят. Топор еще надо. Ставить топор нужен. Да, этот топор надо оставить. Это отсюда топор. Пригодится здесь. Так, эту чагу сюда уже. Сюда. Так, точно. Вот теперь все. Тулан вышел из кабины. Что от хлеб давал там, съел. Чуть-чуть 2 куска, наверное, осталось это мышам. В печи, ну, почти там ничего не осталось. Сейчас мусор сжег. Мало там. Ничего страшного. Здесь вот такая дровишка оставил. Сыроватые. Ну и для затопки всегда сухие есть. Последнее ведро. Ладно, изба, давай. До новых походов. Было все четко. Отдохнули. Все, класс. Нам надо ехать домой. Давай. До новых встреч. А в остальном у меня тут все чисто, порядок. Дрова для походов
дофига. Сено загрузили, увезем. Самое главное это. В этом походе было сено. Думаю, не звонил вам. Ничего страшного. Вчера сказал, что я завтра приеду, то есть сегодня. Нарочно я по темну возвращаюсь. В основном эти рукавицы вот тут оставили, они вонючие. Вчера капканы ставил, в них ходил. Навоняли, блин. Дверь приоткрытым оставлю. Вот так вот. Достаточно. Ладно, давай, изба. Все хорошо. Как сможем, приедем обязательно. Походу еще будут зимние. Пускай птиц нету, но приедем, может, будем собирать чагу. Или же, как лед станет нормально, уже будем рыбачить, рыбу ловить. Так что вам, зрители, не спешите отписываться. Походы круглый год у нас идут. Присматривайтесь, если не нравится, конечно, отписывайтесь, но если понравится, то всяко разные походы еще будут. Вот так вот. Такой бардак у меня в кузове. Но это головастик, так называемый УАЗик. Для таких походов самое то. Можно там возить вещи. Вообще класс. Это вам. Сейчас поедем. Давай, садись. Бойко сел. А там хромал, шел. Кровь у него идет. Ну-ка. Штанишки-то отсюда. Запасные брал. Запасные штаны брал. Вот смотри. Лег. Ну, тулан, блин. Умеешь ты. Умеешь ты, обалдеть. Устал, что ли? Сегодня не так много ходили, чтобы устать. Красиво. Ладно. Поедем. Здесь дорога хорошая. Ну, две лужи, которые... Там все равно я остановлюсь, посмотрю. Если что, там подправлю. О, надеюсь, все колеса у меня крутятся. Вот. А тормоза замерзли. Этот крутится, этот крутится. Так, этот крутится, этот крутится. Этот тормоз, наверное, работает. Остальные, наверное, все замерзли. Там лужа нехорошая была. Вчера ехал. Сейчас там еще включусь, покажу. Неприятная лужа. Ой. Ладно. Потихоньку. Не спеша буду ехать. Чего он не выключается? Каждый год у меня такие проблемы с тормозами, потому что занесло. Не слушается машина.
Я там сейчас, ну, в такой сезон езжу, потом домой приезжаю, вообще все колодки, накладки, тормозные колодки прилипают, замерзают, блять, тащит, вправо тащит и все. Вот здесь недалеко уже лужа выйдет. По дороге откуда-то вода пришла, и очень много. А если по летней дороге я проехал, там вообще глубокая яма, и обычно там у меня и все замерзает. Ну и сегодня не 20, не 30 градусов, нормально было. Минус 7, наверное, от силы. Вот тут на повороте, вот здесь. Прям по дороге вода пришла. Вся дорога в воде. Сухое место обычно. Ручей прям по дороге течет вот здесь. Вот здесь я и прихватил воды. Поэтому и замерзли тормоза. Вот тут. Ручей пошел. Ладно. Здесь уже хорошая дорога дальше. В общем, включусь на 2 переходах, куда я березы накидал. Ну вот и доехали. Одну проскочили. Вторая будет. Проскочили, ребят. Ну все, я на большой земле. Знаете, я не знаю, некоторые вот так думают, вот на УАЗике там, как сказать, едет там, застревает, застрял там на ровном месте или еще. Здесь запросто можно тоже застрять. Какой бы ты ни водитель, есть моменты, где просто ты можешь застрять. И я эти места лучше обойду. Или же я посмотрю, что-нибудь подложу. Но, блин, стараюсь как-то проехать без приключений. Можно, конечно, легко там приключения найти, там ничего не подложить. Да, и рискну, здесь я проеду. И в интернете сколько раз я не смотрел уже, ну смотрю, как бы моменты. Пойду, здесь этот ручей, да, я быстро там проскочу. И начинают ехать, и в середине топят машину, там проваливаются. Это мне лично не надо. И вот те, которые вот пишут мне, вот всяко разные, какой я водитель, пишите дальше, но от этого ничего не изменится. Бывает, я, да, реально там на ровном месте могу застрять, но мне за свою поездку не стыдно. И лучше берите пример и ездите как я. Не спеша, спокойно, рано или поздно доедете. А если будете, вот здесь хорошая вроде дорога, но может там в колею какую-то попасть, и ты просто вот туда улетишь, и проблемы снова будут. И таких моментов куча. Раньше на снегоходе я безбашенно ездил тоже. Ой, думал, везде проедет он беспроблемно. Да нифига. Сколько ломал я спину нам. Сейчас вот как бы
результат. Вот здесь тоже вот непонятно где проехать. Можешь на мост сесть или еще что-то там. Вот, остановился, посмотрел, где лучше, и дальше поехал. Вездеход, она такая штука, чем круче вездеход, тем дальше идти пешком, возвращаться. Вот. Риск, конечно, благородное дело, но, знаете, мне не хочется доставать домкрат, не хочется там возиться, там, бля, просто уже как бы из года в год начинаешь понимать, что это бесполезная, как сказать, трата времени и всего. Ой, бля, тянет куда не надо. Между прочим, сейчас пока я включился, покажу. У меня уже вторая поездка, не горит провер двигатель, лампочка. Просто он перестал гореть. Видать, ждал, когда Олег на ремонт съездит, а я не съездил, и надоело ему ждать этот ремонт, и сам себе вылечил машину. Вот так вот. Здесь такие вот каракатом ездили, непонятно, колеи. Где-то хорошо идет, где-то вообще кидает. Здесь на повороте тоже, когда поднимался, следы лосей видел. Недалеко от села совсем. Здесь половина пути я уже проехал. И следы ходят они везде. Переход где-то вот тут был. Не помню уже. Поснимаю уж немножко. Давайте где вот этот переход до туда поснимаю, потом уже выключусь там. До села уж не буду, наверное. Здесь вчера поднимался тоже пробуксовкой, тут ехал, кидала туда-сюда. Где-то или местами глубокий снег, хрен пойми что. Кто-то пешком ходил, между прочим, до моста ходил. Просто гуляют, или же охотник, да, на кого охотиться тут, не на кого охотиться. Тулан вообще балдеет, лежит, вот просто лег и голову положил и не поднимает даже голову, ничего не интересует ему, ничего не интересно. Вот так собака и теряет тоже интерес ко всему. Как и охотники, вот лично я, как охотник, тоже уже, блядь, начинаю терять к этой охоте интерес. И собака тоже вот целый день ходит, и свежего такого хорошего следа или птицу вообще не было. Был бы, кто-то бы бегал, но зайцы следы свежие были, это 100% ночные. Но тоже без, ну, одного где-то кого, вот переход, вот переход здесь. Каждый год почему-то здесь переходят. Каждый год. Блядь, ну вот именно участок для перехода здесь. В прошлом году здесь тоже на мотособака останавливался, показывал там на штук 3 или 4 лосей перешли. Куча. Блин, и в этом году тоже. И каждый год. Постоянно здесь переходят. Интересно. У зверей тоже свои участки, где вот им лучше ходить, безопаснее. Что-то тоже влияет. Ладно, еду дальше. Тут вообще кидает, там дорога еще хуже будет. Лучше потихоньку буду ехать. С 2 руками рулить.
свежие следы каракатов. На делянку ездили, уже начали лес заготавливать участники. Я, в принципе, наверное, догадываюсь, кто это может быть. Начинающий предприниматель. Посмотрим, что у него получится. Ну и тоже я фильм сегодняшний буду заканчивать, ребят. Спасибо вам, кто досмотрел все серии. Ждите новые фильмы, ждите новые походы. Обязательно они будут. Как будет, сам не знаю, что будет. Но в основном, наверное, сейчас, конечно же, походы с рыбалкой будут. Охота, я вам скажу, я расстроен. Птиц вообще нет. Вот сегодняшние рыбаки мне, поговорил я с ними. И вчера они до своей избы ездили с ночевкой. Вот. В Заречье, говорят, штук 10, возле их избы штук 10 косачей было. Сегодня, говорят, вообще никого не видели. И все. Даже рябчиков не было, говорит, и следов никаких у птиц, у рябчиков не было. Вот такая у нас тайга. Пока. Посмотрим, что будет дальше. Ладно, я уже почти доехал. Здесь уже начало деревни Алексеевки будет. Поэтому и чуть-чуть еще поснимал путь. Вот. Куда в следующий раз схожу, съезжу, пока не могу знать. Может в эту сторону, может Заречье. Так что как будет, сразу вы будете уже смотреть. А на сегодня все. Пока-пока. Вот и село начинается. Вот это деревня. Всем хорошего настроения. До новых встреч.